Я Юсуп, проживаю в Зулейхат 54 года. В 1972 году женились. Удостоверение, медали за любовь и верность. Воспитали 5 детей. В свое время молодости и цветы дарил. Она понимает супруга, она же не глупая женщина, не понимает. Чуду любит, борщ любит, хинкал любит, как всегда ужинать. Воспитанием занималась она. Бить тоже это не воспитание. Жену надо беречь, любить, ценить. Вот это, наверное, и напутствие детям, которые даешь. Он никогда против меня не скажет. Не каждый мог вот так жену забрать. Я Юсуп, селение Мукар Лахского района. Мне 77 лет. Проживаю в Зулейхат 54 года. Мне 73 года. Тоже проживаю в Кумухе уже 23 года. Познакомился я с ней. У меня покойная мать послала мою старшую сестру со мной вместе в Буйнакск. Она училась в Буйнакске. Показать ее поехала сестра моя. Мы вместе поехали, посмотрели на нее. Она там в магазине что-то покупала. Я посмотрел эти бантики ее. На вид так, очень хорошая девочка. Я сказал, мне ничего не надо, вот эту девочку я бы очень хотел. Хотелось бы, чтобы она была моей женой. И вот так сложилась судьба. По сегодняшний день воспитали 5 детей, 3 дочки, 2 сына. Всем дали образование. Они у нас, не хочу там хвалить чего-то, но достойно. В семьях, внуки у нас. Сказали, и надо замуж выходить. Конечно, виделись, раз родственники приходили, брат дружил с его братом очень хорошо. Ну, раз брат согласен, и я никакого против не имела ничего. И решились в 1972 году, женились, и вот до сих пор. Шукр, альхамдулилля. Мать вообще довольная была. Папа что-то говорил, что она еще маленькая, пока проучится. Но правда, пока проучилась, я в финансовом техникуме училась, пока закончила, и не стали замуж выдавать, совсем маленькую не хотели. Ну, 18 лет было мне, когда я уже вышла замуж. Мама очень хотела, чтобы эта девочка была у нас в семье. Я был очень рад. Поэтому я же говорю сразу, как увидел, сказал, это моя судьба. И я очень доволен, что она стала супругой моей. Всю жизнь, вот это сколько мы живем, 54 года. Конечно, не сказать, что все было гладко, хорошо. Бывают же семейные неполадки. Но таких серьезных неполадок у нас не было никогда. И она преданная супруга. Во всех отношениях я очень доволен ею. Она, может быть, многое во мне она поменяла, сказала, поправляла, говорила, тоже было. И меня прислушивалась. Никогда в жизни, чтобы моя шапка там унизилась, и что-то такое не было в жизни. Мы понимаем друг друга взглядами даже, не словами, а взглядами понимаем. Он меня поймет, когда я что-то говорю, я понимаю его. Все бывало. Но это все перенести, воля Аллаха дал, что мы до сих пор живем. Наше же воспитание детям дали мы. И теперь внуки растут, замуж выходят уже. Шукр, альхамдулилля. Марк, кто этот самый с тобой? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, алейкум салам. С приездом. Семейные традиции у нас мы всегда, конечно, у нас в селении дом Мукаре. Каждый год все дети собираются
все родственники собираются у нас, внуки собираются, мавлид проводим. Вот эти ребята, которые здесь у нас в мечети, муфтияте, очень большое внимание уделяют нам. Когда бы мы не говорили, вот мавлид там провести что-то. Сура есть в Коране, сура есть Зулейхат Юсуф. И вот как она выходила замуж, это все, там и фильм есть. И вот когда мы приходили, брат, вот Басру, Багдад, в общем, на эти рынки заходили, я кричу Зулейхат, она Юсуф. И эти арабы говорят, Юсуф Зулейхат, да. Сюда заходи. Они нас в палатку туда, и соки, булки, прохладно, а там 50-45 градусов жары. Вот градом идет. И пока мы чай пьем или что там, что они нам предложат, мепси, вот это все. Один отрез, второй отрез, третий отрез, вот такая сумка уже у Зулейха. Она говорит, деньги не надо, говорит, деньги не надо. Вот такие арабы. Настолько, оказывается, авторитет и вес имел Юсуф и Зулейхат. В основном я старалась до него не доводить все, мелочи детей. Сама себе с ними решала. Если что-то скажу, я говорю, смотрите, отцу скажу это самое. Если было такое, даже вот покойный мой сын, в прошлом году скончался, он говорил, я папе расскажу. Ты что ругаешь, он меня защитит. Я ему говорю, скажи. Вот настолько понимали мы, я знала, что он никогда, хоть я не права поступила с ребенком, он никогда против меня не скажет. Скажет, надо с мамой слушаться. Было. Ребенок надеялся на отца, говорю, я папе расскажу. Удостоверение, медали за любовь и верность, так как у нас 5 детей, семье Рамазану Юсупа Гаджи Давудовича вручили нам 25.07.18 года. Вот она такая, вот здесь медаль. Удостоверение государственной награды Республики Дагестан Рамазану Юсупа Гаджи Давудовича указом президента Республики Дагестан от 22 января 2009 года присвоено звание заслуженный работник муниципальной службы Республики Дагестан. Удостоверение к юбилейной медали 20 лет разгрома международных бандформирований. Здесь и медаль Рамазану Юсуф Гаджи Давудовичу. Участие принимал я там. Я был начальником АТК «Дагнефть», и у нас дислоцировалось 2 части. Железноводская и Свердловская. БТРы были, полный гараж. Я с ними вместе выезжал на Валахскую зону, где шли активные бои. Там вывозили мы людей оттуда, меняли, значит, продукты отвозили. Ведомственному знаку отличия Федеральной службы государственной статистики медали за заслуги в проведении всероссийской переписи населения в 2010 году. Подарки делаете жене, Юсуф? Подарки, понимаете, я вам скажу, хадж я ее повел, забрал с собой. За границу, значит, 3 года я был в Ираке, работал там в командировке. Я забрал ее с собой. На 70-летие я собрал ее с собой. Подарки во всех отношениях, ласки, благодарности. И то, что она мне все делает, я, конечно, оценивал во всех отношениях. Она мне кушать готовит, она мне стирает, она мне убирает. Какой может быть разговор, чтобы там обидеть ее или... Это же, наверное, кощунничество. Нельзя. Жену надо беречь, любить, ценить. В свое время молодости и цветы дарил, подарки сама себе. Он деньги давал, я сама себе все, что хотела, то и брала. Говорили 70 лет, туда-сюда отметим. Я говорю, я ничего, никакие отмечания не хочу. Юсуф, если хочешь мне в жизни это, дать мне подарок или там это обрадовать меня, я сильно хочу хадж. Едем туда, на священную землю нашего Мухаммада. Желаю всем быть там. Это один раз в жизни дается такой. А то, что ездили в Ирак, тоже 5 детей маленьких, свекруха смотрела. Да, Аллах аль-Джанну, что очень хорошая свекруха была. 5 детей моих наших смотрела. Я с ним ездила в Ирак, работала вместе с ним.
тоже не каждый мог вот так жену забрать. Вот моя семья здесь, вот мы были за границей. Это награждается Рамазану Юсупа и Зулейха за долголетнюю совместную жизнь в мире, любви и согласии. И как родители, родивших и воспитавших 5 детей. Вот здесь мы отмечали День селения. Вот она, я, супруга, это родственники все. Это поздравляет меня с 60-летием здесь. Это когда я перешел уже с АТК Дагнефть сюда на работу. Вот мы, значит, на Маджлисе, здесь в Кумухе, глава района, я. أشهد أن لا إله إلا الله. Я уступаю, хотя, может, люди скажут, вот ты же мужчина, как уступать? Надо уметь находить золотое зерно. Самое главное, не обидеть эту половинку, потому что взаимность тут же появляется. Как только ты, значит, уступаешь, где-то какие-то вопросы, значит, берешь на себя, она понимает супруга, она же не глупая женщина, она не понимает, не только моя, это все женщины понимают. Я не говорю, что мы идеальная семья, но то, что я вот жизнь прожил столько, не знаю, сколько Бог еще даст, я благодарен Аллаху, что у меня семья спокойная, никаких, значит, трений не было, ничего, только одного сына потерял. Ну, потерял, что это судьба, наверное, Аллах так написал. Аллах его С этим больше любил, чем мы. смириться надо. В споре во всех отношениях выигрываем оба, наверное, если понимаем друг друга, не перетягиваем, значит, не обвиняем, не оскорбляем. Самое главное, не оскорблять друг друга, не доходить до крайности. Сабр должен быть во всех вопросах. Легче ляпнуть, сказать, выбросить, а потом жалеть. Нельзя так, надо сабр иметь. Аллах лазим, я скажу, вот я уже сколько прожил, я иногда удивляюсь, вот молодежь, хотелось бы дать напутствие им, никогда не спешите высказывать, выбрасывать вот эту горечь, которая в душе, лучше сабр сделать, выйти, прогуляться, уйти, потом прийти обратно домой, как будто ничего не было. Вот этим самым сохранится семья. Блюдо-то он не капризный, очень не капризный. Я не помню, чтобы, как сказать, невкусный, что он сказал, или там что-то. Чуду любит, борщ любит очень. Хоть 3 дня давай ему это борщ. Ну, хинкал любит, как всегда, уже наш национальный хинкал. Котлеты любит, вот что он. Главное, котлеты очень хорошо любит. Самый такой урок был то, что сохранили семью. Это одна сторона. Второе – воспитание детей. Дать образование. Образование дали всем 5 детям. Закончили они. Высшее образование имеют все дети. Одна работает в Москве врачом. Вторая работает в Махачкале врачом. Третья в Москве, Минэнерго работает там. Сын работает здесь, в Махачкале. Кто из вас лучше помнит дни рождения и важные даты в вашей семье? Она помнит, она больше меня помнит, и я даже иногда путаюсь. Год рождения она сразу. Финансист, экономист, бухгалтер, цифры помню, поэтому и помню числа день рождения, да.
Со свекровью золотая женщина была. Они жили в Далакове, мы жили на Валаке. Потом, когда они переехали, узнали, ну, общаться начали, она всегда мне говорила: не мерзни, одевайся, кушай вкусное, будь обрядной. Взрослая женщина, она тоже была такая чистоплотная женщина, очень многое мне это говорила. Сперва сама, потом дальше. Если ты за собой посмотришь, ты можешь и остальных думать. Хорошая женщина была. У вас какие отношения с тещей? Значит, у меня были прекрасные отношения. Она не считала меня зятем, она считала сыном своим. Она очень любила меня, уважала. И вот вышла дочка замуж, вот она будет жаловаться, говорит, я говорю, это можно простить, это можно изменить, это можно, это самое. Ну, у кого-нибудь все бывает, но это же надо перенести, простить или там что-то. Сейчас в нынешнее время люди очень хорошо живут, обеспеченные, все. А что не должно хватать им? Разрешились замуж выйти, друг друга зная, все, а дальше что может быть? Надо и свекруху принять как свекруху, и тещу. Я думаю, что это молодежи многое зависит. Мужу каждый день готовите, да, Зулейха? Ну, бывает, когда я отлежаю, махачкалу приготовлю, оставлю. Но иногда бывает, что я не хотел кушать. Как оставил, так и оставляет. Он лишний раз, ну, не кушает. А так, да. Ну, дома одни пенсионеры. Хочется что-то, как говорят у нас, то, что хочется, и готовлю. Я не с богатой семьи сам. Я отца не помню. Отец у меня ушел, когда мне было 6 месяцев. Даже года не было. Значит, даже брат мне рассказывал, старший, говорит, ну, народ собрался во дворе там, а я болел тяжело. И он подумал, что я скончался, а оказывается, отец скончался. Вот такие внезапно скончался отец у меня. Со слесарей начал работать, окончил образование, там у меня спины не было, у меня связи не было, ничего, но своей головой продвигался во всех отношениях. Но друзей очень много. Я знаю 5 языков чистых. Но самое главное, чтобы вот этот следом, который идет молодежь, немного пошла бы в нашу ногу, как с нами, как мы были. Мы тоже не идеальные были, но самое больно для меня то, что расходятся они. Молодая семья, не прожив полгода, 3 месяца, расходятся. Вот этого допускать нельзя. Воспитанием занималась она. До 14, до 13 лет она занималась. Я работал, у меня тяжелые были работы. Я работал начальником АТК «Дагнефть». Во многих местах некогда было, вы не поверите. Утром рано дети спят, поздно ночью приходил. А вся ноша, значит, была на ней. Я это тоже понимал, я это тоже чувствовал. Когда она говорила детям, я сам несколько раз слышал, я папе скажу, все моментально менялся характер детей. Хотя я не бил, не ругал. Никогда не бил. Никогда я пальцем Никогда детей не трогал. бил. Я могу еще побить, где нарушил. Каждому у нас, как говорится, шепе палахский, имел. Маленькому маленький, большому большой. И вот куда-то я их ставила, и они у меня постоянно, смотрите, ну, школьники бывали, нарушали, ребята, все. Ну, иногда било. А не бить тоже нельзя, дети совсем баловаться не хочет. Бить тоже это не воспитание. Когда со школы приходили дети, я их сажала, я спрашивала у них. Оно все бросало, работа это никуда не делать. Я говорю, давай день как прошел. Говори, что получила, кто с кем говорил, где сидела, куда пошла у девочек. Ребятам тоже вот такой допрос. Не поверите, каждый день у меня был вот это. Около школы был магазин книжный у меня, я там работала. Учителя мне доносили все. Я у детей спрашивала, то, что учителя сказали, совмещает этот, сходится, что получил оценку, скрыл или не скрыл, правду говорит или нет. Ну, вот такое воспитание было. Было время, было силы воли, молодая была, успевала. Я ни разу не почувствовала моими детьми между собой, бывает, недомогание.
Не то, что мы родители, они, сестры, братья, общение, все, недомогание, никогда я ничего. Вот это, я думаю, тоже большая вещь, что эти понимают друг друга. Обиду высказывают, обиду воспринимают, сами с собой решают, до нас не доводит ничего. Внукам я бы дал вот такой совет. Люби, уважай родителей своих, во-первых. Во-вторых, сделай так, чтобы довольны были твои родители, окружающие друзья, товарищи, окружающий мир, чтобы не пальцем показывал на него, а уважительно друг к другу относились. И не делай то, что тебе не нравится, другому. Выдали замуж месяца 3-4 как внучку. Я ей говорю: бабуля, смотри, вот ты в отцовском доме совсем другая у тебя обстановка. Замуж уходишь, это уже совсем другая обстановка. И я говорю: смотри, ты любишь своих родителей, люби. И мужа родителей вот так же принимай. И то, что ты дома не делала, ты замужем все равно будешь делать. Или кушать готовить, и вставать рано утром, и это все. А теперь она мне один день говорит: бабуль, ты знаешь, я уже это делаю, я это стою. Вот это, наверное, и напутствие детям, которые даешь. Я не то, что своими детьми занималась, получается, пока жива, я буду и с внучками заниматься. Ну, мы считаем, что прожили, не так сказать, что большую жизнь, но хотелось бы, чтобы вот эта жизнь повторилась и у внуков моих, чтобы они были добросовестны, порядочные, чтобы старших уважали, чтобы не курили, не пили, ни нужными делами не занимались, а была бы цель у них. Вот стану я хорошим хирургом, стану я хорошим учителем. Вот такие цели, чтобы были. Вот это вот, только цель вот насчет внуков. Мы так вот пожили. Пока сколько есть, мечтаем, чтобы помочь им, подсказать, рядом быть, замуж выдать, их семьи, чтобы примерные были. Где-то ошибаются, сказать, что я хочу сказать, никогда не противоречи. Нет, я буду вот так. Нет, ты не права, ты не так говоришь. Это же не так надо было делать. Я не помню, ни дети, чтобы ни внуки мне сказали. Вот лично мне. Ну, бывает, по мужским делам с отцом разговаривают мужчины, по женским внучками со всеми я говорю. Шукр, альхамдулиллах, чтобы дай Аллах, чтобы у всех было, вот как мы своей жизнью довольны, чтобы все тоже были довольны.